Приветствую вас, друзья! Сейчас я вам расскажу об объектах Актюбинской области, которые стоит посетить. Итак, поехали! Развалины мечети Шакен-Ишана, расположенные в Волгинском районе около села Саратогай. Мечеть построена в конце 19-го, начале 20-х веков. Уникальность этого сооружения в том, что каменная кладка встречается довольно редко в казахских мечетях того времени. В щелях между стен можно отыскать мелкие монетки. Есть сведения, что во время гражданской войны мечеть была прибежищем для дезертиров. О этом месте ходят легенды. Так, например, водитель якобы услышал доносящийся из мечети детский плач, хотя никакого ребенка на развалинах и не было. Другой пассажир увидел между камней уродливых маленьких карликов. Любопытно, что сами местные жители об этих страшилках и не слышали. На данный момент памятник находится под защитой государства. Щелисайский водопад, он же Волчий водопад, расположен в Каргалинском районе недалеко от одноименного села Щелисай. Водопад был создан как отвод воды от Большого Щелисайского моря. Сюда приезжают отдыхать не только местные жители, но и гости. К сожалению, увидеть эту красоту можно только с мая по июнь. Затем водопад пересыхает. По легенде, во время весеннего паводка сюда пришла волчица с волчатами. Она пыталась перевести своих детенышей через бурный поток, но их смыло водой. Волчица выжила, и с тех пор она каждую ночь приходит в ущелье и воет. Правда это или нет, но по рассказам отдыхающих, плач матери о погибших волчатах они слышали не раз. Итак, мы подошли к самому ключевому объекту, который должен посетить каждый. Каргалинское водохранилище. Водохранилище попало в топ-50 туристических точек Казахстана. Расположено в 60 километрах от города Актюбе по руслу реки Каргалы. Каргалинское водохранилище, в отличие от расположенного на равнинной местности Актюбинского водохранилища, находится в углублении между горами, которое было проделано путем взрывов. Средняя глубина составляет 8-9 метров, но местами доходит до 40. В водоеме водится множество разнообразной рыбы. В спокойную погоду можно увидеть отдыхающих, которые приезжают отдохнуть душой и телом. Водохранилище привлекает не только рыбаков и отдыхающих, но и туристов, которые устраивают пешие походы по холмам, дабы насладиться красотой здешних мест. Большое спасибо за просмотр.